Открывая пресс-конференцию, министр здравоохранения Эдуард Будба рассказал о 7 ведомственных целевых программах, которые были реализованы в 2022 году. Одна из них – развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Абхазии. 64 пациента получали помощь в данной процедуре. Проведено 7932 процедуры гемодиализа. Количество больных с хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в заместительной почечной терапии, ежегодно увеличивается и к концу 2022 года составило 65-70 человек, включая экстренную помощь. Вторая целевая программа – совершенствование противотуберкулезной помощи населению республики. Число случаев активного туберкулеза в стране за 2022 год составляет 146 человек, что на 7 ниже, чем в 2021 году, и на 39, чем в 2020. Финансирование программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета в размере 7 миллионов рублей. Эдуард Будба также рассказал и о лечении граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. В рамках реализации программы были осуществлены отбор пациентов, нуждающихся в срочном и плановом оперативном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний и травм костно-мышечной системы, заболеваний нервной системы, заболеваний крови пациентов с онкологическими, офтальмологическими и другими видами заболеваний. Отбор детей с тяжелыми заболеваниями сердца, врожденные пороки сердца, нарушение ритма сердца и другими заболеваниями, требующими оказания неотложной, высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи за пределами. Так, за 2022 год за счет средств республиканского бюджета на лечение за пределами республики и на территории Абхазии было направлено около 1000 человек. Следующая программа – это медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Неисполнение целевой программы в 2022 году связано с нарушением логистической цепочки доставки комплектующих для изготовления протезов из Германии. Это фирма Отто Бок, которая находится непосредственно в Германии, в связи с чем данные денежные средства были перенаправлены на лечение граждан за пределы и на территории Республики Абхазия. В этом году эту цепочку мы пытаемся восстановить. Я думаю, что все эти протезы, которые раньше обеспечивали наших ветеранов, поставки будут в полном объеме. Исполнение программы «Централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных медучреждений республики» за 2022 год составило 108 миллионов 352 тысячи рублей. В 2021 году было около 80 миллионов. Также за период с 2020 по 2022 годы на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения амбулаторно- и стационарного сегмента здравоохранения республики за счет средств финансовой помощи Российской Федерации был израсходован 71 миллион 700 тысяч рублей. В ходе пресс-конференции Эдуард Будба также рассказал о кадровом обеспечении системы здравоохранения. Так, в рамках данной реализации программы было оплачено на обучение в 2020 году студентов 42 человека, ординаторов 17 человек. В 2021 году студентов 49 человек, ординаторов 34 человека. В 2022 году студентов 44 человека, ординаторов 15 человек. Сейчас, когда занимаемся этой программой, делаем акцент на тех специалистов, которые нам нужны. Это детские неврологи, это детские хирурги, офтальмологи, педиатры, эндоскописты взрослые. Сейчас ведем переговоры с нашими коллегами, чтобы они возвращались на территорию. И это вопрос, который не решится за один день, да, но в этом направлении мы активно работаем. Еще одна программа – медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в вооруженных силах Республики Абхазия. Минздрав в полном объеме оказывает помощь в выполнении этой программы, отметил Эдуард Будба. Министр здравоохранения также подробно рассказал о работе больниц республики, проинформировал об обеспечении медучреждений оборудованием и пополнением автопарка. Минздрав закупил по поручению президента в 2022 году новый автомобиль скорой медицинской помощи «Газель Некс», который был передан Тпарчалу. Республиканская детская больница получила также при помощи президента автомобиль минивэн стоимостью 500 тысяч рублей. Республиканская больница была установлена кислородная станция, которая была крайне необходима. Во время ковида мы все понимали, какую существенную роль оказывает кислород на лечение наших граждан. Поэтому была в кратчайшие сроки смонтирована станция кислородная в республиканской больнице города Сухум, которая обошлась на тот момент 4 миллиона 974 тысячи 365 рублей.
Аналогичная станция при финансировании администрации Гагарского района была установлена и в Гагарской ЦРБ. В родильном отделении республиканской больницы ведутся ремонтные работы. Окончен капитальный ремонт в душевых комнатах для рожениц, которые в роддоме не могли пользоваться последние несколько лет. Минздрав передал родильному отделению анализатор газов крови и электролитов для измерения содержания ионов, а также pH и порциональное давление углекислого газа и кислорода в биологических жидкостях. Такого оборудования на протяжении всего послевоенного времени в республике не было. И сегодня в нашем роддоме есть такой анализатор, который служит большим подспорьем для того, чтобы выставить правильный диагноз. Республиканская детская больница. Также был закуплен аппарат ИВЛ Миндрей, который очень себя хорошо зарекомендовал. Это на сумму 5 миллионов 261 тысяча рублей. Также на счет ведомства, на спецсчет Минздрава от русской общины Абхазии было перед Новым годом получено пожертвование в сумме 9,5 миллионов рублей для приобретения медицинского оборудования для нужд детской республиканской больницы. По словам Будба, Минздрав уделяет особое внимание оснащению медучреждений источниками бесперебойного питания. Практически во всех основных больницах установлены аппараты, имеющие двойную степень защиты от перебоев электроэнергии. Была затронута и тема COVID-19. Стационарное лечение в 2022 году прошли 1520 человек. А с 6 января текущего года случаев заболевания коронавирусной инфекцией не фиксировалось. На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ пациентов нет. Отвечая на вопросы журналистов, Эдуард Будба рассказал и об организации питания в больницах. Как известно, не во всех медучреждениях республики налажена система обеспечения питанием пациентов. Признаем, но в этом направлении будем активно работать. Это еще финансирование. На определенном времени республиканская больница какой-то период времени кормила своих пациентов, потом был сложный случай. Мы работаем в этом направлении, чтобы наших пациентов обеспечивать питанием. А в инфекционной больнице, да, питание стационарным пациентам, которые лежат, они оказываются, да, инфекционная больница сейчас большой объем работы выполняет, да, несмотря на то, что она городского подчинения, Министерство здравоохранения очень активно помогает не только инфекционной больнице, многим нашим лечебным учреждениям. Эдуард Будба также рассказал о ближайших планах ведомства. Мы планируем действительно создание 4 постов скорой медицинской помощи на республиканских трассах. Это Гагра, это Гудаута, это озеро Рица и это в районе Тамыша. Планируется проведение установки стационарных постов скорой медицинской помощи, где будет в круглосуточном режиме также находиться реанимобиль. Сейчас ведутся переговоры, в конце этого месяца мы получим информацию за границей о том, какие виды мы можем приобрести реанимобили. Второй вопрос – это установление модулей на вышеобозначенных медицинских местах, на постах скорой медицинской помощи. Поэтому мы планируем и уже проговорили с министром внутренних дел, с министром по чрезвычайным ситуациям. В скором времени мы планируем выезд совместной рабочей группы на те места, где наиболее подвержены массовым ДТП, где очень опасные сложные участки, где скоростные участки, не соблюдается скоростной режим. В ходе конференции Эдуард Будба проинформировал и о задолженности перед российскими медучреждениями. Сумма долга достигла 34 миллионов рублей. На сегодняшний день часть долга погашена. На пятницу 16 миллионов 849 тысяч рублей было перечислено первой краевой больницы имени Овчаповского, это город Краснодар, да, очень много пациентов, они нам помогают вылечить, вернуть к жизни, очень большой центр, первая краевая, этот вопрос был закрыт. Часть финансовых средств в виде 1 400 000 была распределена по некоторым другим лечебным учреждениям, тоже многие позиции были, финансирование доставлено, да. Также вопросы гемодиализа мы закрываем, 8 миллионов будет перечислено на днях для того, чтобы мы все наши поставки закрывали. Это не задолженность, я по текущей ситуации вам рассказываю. Остальные вопросы финансирования тех или иных лечебных учреждений было на кабинете министров в четверг озвучено, было дано Министерству финансов поручение в кратчайшие сроки закрыть все
повторяюсь, долги перед нашими российскими лечебными учреждениями. Практически больше половины за один день это было уже решено. Я думаю, там есть определенные моменты, акты сверок. Как только пройдут, вот у меня есть список тут, мы в ежедневном формате все это дело мониторим. И я думаю, что в течение какого-то ближайшего времени все финансовые наши задолженности перед российскими клиниками, они будут погашены. В завершении встречи Эдуард Будба также рассказал о своих рабочих поездках и встречах, которые состоялись в 2022 году в Российской Федерации и Южной Осетии. Сария Кварацхеля, Рамо Камки, Абхазское телевидение.